Хайрле Кенбаразгада и Самисес. Добрый день, уважаемая пресса. Очень рад, что сегодня есть такая возможность. Вот посмотрели, какие преобразования, какие программы, как идет сегодня работа в современных условиях, современные вызовы. Ну и мы сегодня переживаем не самые простые времена. У нас наложились несколько проблем сразу в одно время. Это и экономические проблемы. Они связаны, во-первых, с самоизоляцией, с приостановкой работы многих компаний, но и в то же время к этому добавка, связанная с ценой на нефть для нашей страны, для нашей республики. Это очень большая проблема. Ну и коронавирус. Очень нас беспокоит здоровье наших граждан. Как мы пройдем вот этот сложный путь. Есть опыт Китая, есть, к сожалению, не очень хороший опыт Европы, Соединенных Штатов Америки. И в этой работе и во всех вот этих направлениях дать правильную, объективную информацию, тем более, к сожалению, вот социальные сети иногда некоторые товарищи наши злоупотребляют и распускают такие вещи, которые совершенно неправильные. И вот пресса, я думаю, вот сегодня настало такое время, что у вас самые объективные, самые правильные информации. Вы можете с первых уст федерального уровня, республиканского, корпоративного уровня муниципалитетов информацию взять и донести до людей. И вы можете всегда дать четкое определение тем фейкам, которые пытается кто-то запустить. Но на самом-то деле, когда люди как-то более свободны, они очень востребованы в информации. Вот разные, вот сегодня говорят, что самоизоляция чересчур жесткая. Значит, но надо разъяснить, почему эта самоизоляция сегодня в этой форме, а не в другой. Почему парки не открыты, почему, значит, там дети в школу не ходят. Но если все это правильно разложить, люди немножко будут менять свое мнение. Другое дело, что происходит, куда надо обратиться, что нужно. Да, у нас есть там телефоны эти. И вот эта информация, она никогда лишней не будет. Ее даже 10, 20, 100 раз повторишь, она не помешает. Нужны примеры. Вот есть, к сожалению, примеры очагов, да. Вот все думают, что вот эта беда, она кому-то касается, а до вас не дойдет. Оно еще потом, вот ваша работа, хотя вот мои коллеги говорили, часть сидит в офисе, часть выездная, а ваша работа, она совершенно несколько другая. Вы, как вот медики, должны быть на переднем плане, и если вы не будете находиться на улице, там, если вы не будете общаться с ответственными лицами в клиниках, на предприятиях, конечно, ваше информационное поле тоже сузится. Поэтому, с одной стороны, есть риски, поэтому вы должны... Вот я маску открыл просто, чтобы вы меня не перепутали с Сафаровым. Он тоже иногда в таком костюме ходит. Но одел перчатки, одел маску, да, но это на самом деле жизненная необходимость. Вообще, вот своим примером мы должны показать, как надо беречь себя, как надо беречь своих близких. У вас еще, вы на работе, ваши коллеги, потом тем, с кем вы работаете, у кого берете интервью, посещаете какие-то предприятия, а потом приходите дома тоже. Вообще, я очень
во-первых, хотел бы поблагодарить. Очень большая информационная работа идет. Все здесь задействованы, и государственные, и негосударственные. И, конечно же, это огромная ваша работа. Но и просил бы, чтобы вот эта работа и дальше шла, но и хотелось бы, чтобы вы более серьезно относились к своей безопасности. Если нужно, вот и Татмедиа, давайте там антисептики, маски, там что нужно для того, чтобы наши журналисты, я говорю, наши, где бы он не представлял там государственную или частную компанию, они все равно должны получить информацию. Чтобы получить информацию, надо иметь круг общения, иметь доступ. Поэтому мы тоже расширим, найдем новые формы, как эту информацию доводить до вас. Ну и с вашей стороны тоже. Вот все время показывать какие-то ужасы очень тоже неправильно. Сегодня есть очень много положительных примеров. Компаний, которые, значит, делают очень много поддержки медицине, муниципалитетам, физические лица. Значит, огромное количество волонтеров помогает взрослому населению. Значит, точки, которые обеспечивают доставку питания. Вот там простые ребята, девчата работают. Рассказать о них, да, это же тоже они находят себя. Значит, показывать, чем можно занять себя во время коронавируса. Поэтому здесь вы должны подходить творчески, вы себя можете проявить. И, конечно же, все это сегодня востребовано. Вот сегодня смотрибельность телевизионных каналов. К сожалению, вот телевидение, оно шло на спад, а вот сегодняшняя ситуация показала, что наиболее объективную и правильную картинку своевременно можно получить через телевизионные каналы, через наши печатные издания. Поэтому эта работа, вот мы обсудили, как можно печатную продукцию расширить, сделать ее более доступной. И в то же время мне рассказали, что вся наша информация, она должна быть представлена в электронном виде для тех, кто не бумагу любит, а любит обращаться в интернет. То есть огромный пласт работы, у меня нет никакого сомнения. Ну и в районах. В районах тоже очень много позитивных примеров. Ну, каждый уровень должен смотреть, как, понятно, надо людей предупреждать, рассказывать. Особенно вот вы представьте, вот медсестры, врачи, да? Но они работают в грязной зоне. Но я вот заходил в инфекционную больницу, одевал все эти костюмы. Знаете, это же не только вот пройти, посмотреть, это надо целый день работать, не делая ошибок. Поэтому огромный труд. Об этих людях, конечно же, надо говорить с благодарностью. Много-много вещей, которые мы сегодня можем увидеть. Поэтому я, во-первых, хотел бы, пользуясь возможностью, поприветствовать всех вас, поблагодарить за большую работу, которую вы проводите, попросить вас быть более аккуратными, беречь себя, но и в то же время быть на острие. Вся информация должна быть и в прессе, и в телевидении, и в интернете. Но для этого вам придется тоже как-то рисковать, но рисковать разумно. Поэтому уңышлар һәммәгезгә дә, эшегез җиңел түгел. Бүгенге көндә бик рәхәт түгел. Ну, заманалар шундый, мин уйлыйм, бер аймы, ай ярым булырмы бу хәлләр. Әйтеп булмый. Әле бүгенге көндә эш җайга салынды дип әйтергә түгел. Чирле кешеләр арта, без аның эзен югалта башладык, каян килеп чыкты бу, ничек килеп чыкты. Шуңа күрә без күрәбез, кешеләр
saqlanmay kişiler bu qorqunishni hali anglab bitira olmaylar. Şuna görə sizning sizning fikrlaringiz bilan bu kishilarga inandirish kerak. O'zlarini saqlarga tegishli. Rahmat sizga. Большое спасибо.